В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Представить готовый сценарный план и окончательные списки приглашенных гостей. Президент дал поручение членам комиссии по подготовке к празднованию юбилейных дат. Мусор все еще горит. Как решается вопрос мусорного полигона в селе Алахадзе? Жилищные споры. В Общественной палате Абхазии обсудили непростой вопрос. Начнем выпуск сообщения пресс-службы МЧС Абхазии. Сегодня в районе устья реки Келасур, где река впадает в море, пропали двое студентов. Сообщение о происшествии поступило в МЧС республики в 15 часов 45 минут. Спасательная группа сразу выехала на место происшествия. Поисками студентов занимаются водолазы, но пока никаких результатов нет. Сообщается также, что местные жители успели спасти тонувшую девушку. К другим новостям. Сегодня президент Рауль Хаджимба провел совещание комиссии по подготовке к празднованию 25-летия Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии и празднованию десятилетия международного признания независимости Республики Абхазия. Как сообщает пресс-секретарь президента Наала Авицба, в ходе совещания Рауль Хаджимба поручил членам комиссии, ответственным за разработку сценарного плана, в ближайшее время предоставить полную информацию о необходимых для его реализации ресурсах. Окончательные списки приглашенных для участия в праздничных мероприятиях гостей должны поступить к президенту в течение 2 дней. На последнем заседании наших рабочих групп говорили о теме сценарного плана, который представлен. Есть вопросы даже с учетом того, что в этом сценарном плане уже практически все действие вырисовалось. Но как само это действие будет проходить, какое количество людей потребует, какие финансовые затраты. Все это нам в ближайшие дни должно быть уже представлено. Остается актуальным поручение главы государства премьер-министру по благоустройству городов и районов. В этом отношении предстоит сделать еще многое, отметил президент. Министр обороны Мираб Кишмария доложил президенту о том, что подготовка к военному параду проходит строго по плану, без каких-либо сбоев. Завтра, 21 июня, в Абхазии отмечается День миротворца. К этому дню проводится ряд комплексных мероприятий, организованных 7-й российской военной базой совместно с Министерством обороны Абхазии. Мероприятия посвящаются и Дню миротворческих сил России, и Дню памяти и скорби в связи с началом Великой Отечественной войны. В рамках мероприятия пройдет церемония возложения цветов к памятникам российским миротворцам и неизвестному солдату на набережной Махаджира в Сухуми, в котором примет участие президент Рауль Хаджимба. Сегодня в администрации Гагарского района вице-премьер Астамур Кецба провел совещание, посвященное ситуации на мусорном полигоне в селе Алахадзе. Во встрече также принял участие директор мусороперерабатывающего завода Александр Георгицын. Как известно, 10 июня на территории свалки произошло самовозгорание, в связи с чем во всем районе возникла неблагополучная санитарно-эпидемиологическая обстановка. Несмотря на то, что пожар был ликвидирован, очаги тления мусора все еще есть. 2 года назад, когда в селе Алахадзе запустили мусороперерабатывающий завод, и руководство страны, и жители Абхазии надеялись, что проблема утилизации мусора будет хотя бы частично решена, и городские свалки станут меньше. Мусороперерабатывающий завод, хотя и функционирует, может отсортировать всего 50% отходов. Это бумага и пластик. Что касается всего остального мусора, то количество его растет и вширь, и ввысь, занимая все больше площади. Не перерабатывая органический и строительный мусор. Кроме того, бичом нашего времени стала проблема утилизации упаковок тетрапак и памперсов. Жители села серьезно озабочены санитарно-эпидемиологической обстановкой в районе. С наступлением жары мусор стал возгораться, выделяя ядовитые токсины. Вопрос очень серьезный и требует основательного подхода, отметил вице-премьер Астамур Кецба, открывая встречу. Реально то, что мы имеем сегодня, Алахадская свалка, наш полигон. Чтобы дальше сдвинуться с места, мы должны знать правовой статус этой свалки, правоустанавливающие все документы, какие у вас перспективы, что вам мешает. Если у вас перспектива, если у вас нет перспективы, тогда уже мы подключим государственные структуры, будем выбивать деньги. Мы включим в инвестпрограмму, будем чертить схему, планировку, все остальное, и надо создавать современный полигон.
Руководитель мусороперерабатывающего завода Александр Георгицын согласился с тем, что ситуация на свалке катастрофична. В то же время он уверен, что у предприятия есть потенциал, и при полной нагрузке завод сможет справиться с поставленными задачами. Чтобы завод полноценно функционировал, в него можно вливать много денег. И каждый день перерабатывать этот мусор. Но какая-то отдача тоже должна быть. Складировать его постоянно, смысла в этом нет. Буквально 2 недели назад, 2,5, вышла первая машина с картоном. Вышла вторая. Порядка 2,5 недель мы мучаемся от таможни, пытаемся добиться кода АКВЭДа для того, чтобы нам предоставили информацию, чтобы под каким кодом мы могли вывести ПЭТ-бутылку. Загрязненную, не загрязненную. Нужно решить вопросы, чтобы многие службы и организации могли взаимодействовать с нами совместно. Если мы будем взаимодействовать совместно, то тогда вопросов никаких нет. Существует версия, что мусор поджигают, и чтобы это предотвратить, территорию необходимо оградить, установить шлагбаум и организовать круглосуточную охрану объекта, подчеркивалось на совещании. А вот присутствовавших на встрече жителей села беспокоил только один вопрос, решение которого не терпит отлагательств, а именно, как можно скорее потушить тлеющий мусор. Все вот эти наши разговоры о том, что полигон будет существовать и тому подобное, да, тогда я просто слушаю, у меня лично другое мнение. Утром, лично я в 6 утра, когда просыпаюсь, я просыпаюсь от того, что задыхаюсь. Что сегодня вы можете предпринять для того, чтобы, я не обращаюсь только к вам, я обращаюсь ко всем представителям государственных органов, по поводу дыма. Астамур Кецба поручил всем задействованным структурам как можно быстрее принять необходимые меры, чтобы устранить угрозу жизни и здоровью людей. Надо немедленно сесть и подготовить план мероприятий. Что нужно в первую очередь для безопасного обслуживания этой свалки. Включить туда и ограду, капитальный забор, значит, и водоснабжение, и шлагбаум, и видеонаблюдение в обязательном порядке со всех сторон, чтобы обхват был 4 стороны обхвата. Сесть, расписать, и просто не просто так планировку, а с оценкой, с расценками со всеми, во что нам все это обойдется. Таким образом, уже в пятницу руководство мусороперерабатывающего завода должно представить программу развития на перспективу, после изучения которой на правительственном уровне будет решаться вопрос оказания содействия предприятию в целях его наиболее эффективного функционирования. Жилищные споры. Эту нерешенную многие годы проблему обсудили в Общественной палате Абхазии. Специально созданная рабочая группа изучила вопрос и пришла к довольно неутешительным выводам. Права граждан Абхазии нарушаются. Обсуждение прошло с участием представителей парламента, прокуратуры, службы судебных приставов, администрации Сухума и самих подавших жалобы граждан. Наша съемочная группа выслушала все стороны. Репортаж Несфы Аршба. В Общественную палату Абхазии поступило более 100 жалоб граждан, пострадавших от недобросовестных действий самых разных государственных структур, в том числе и судов. Для изучения ситуации была создана рабочая группа, которая сегодня предложила заслушать итоги длительной работы. Выводы комиссии неутешительны. В большинстве случаев в отношении граждан Абхазии серьезно нарушается закон. 2 раза в суде в городе было решение, суд решил, что этот Хачвяни умер во время войны. Свидетелей приводят. Человек, который грабил абхазцев, который умер для нас в Абхазии. Этот человек живет и здравствует в Тбилиси. Представитель ветеранской организации «Абаш» рассказал собравшимся 2 истории. И в одном, и в другом случае речь идет о ветеранах войны. Эти истории, уверен Зухба, показательны, так как отъемом жилья у ветеранов занимаются родственники людей, воевавших против Абхазии. С 2012 года, сразу хочу сказать, по этим вопросам мы не смогли продвинуться ни на один шаг. То есть мы не смогли помочь нашим ветеранам. Мы никак не могли добиться от всех органов, можно сказать, чтобы этот вопрос был решен. Как мы считаем правильно, человек, который является матерью врага абхазского народа, не любят вообще, когда я говорю врага абхазского народа. Ну, я называю так, как есть. Он против нас воевал, наш враг. Отсутствие закона, по которому статус лиц, воевавших против Абхазии и членов их семей, до сих пор не определен, отмечали участники встречи. Если семья погибшего, героя Абхазии, в частности, семья погибших героев, занимают жилье, независимо от форм собственности,
за ними должны были его узаконить. Это распоряжение никто еще не отменял. Это 98 годом. А ссылаться на международные организации, я извиняюсь, пусть обращается в Международный Гаагский суд. В чем здесь, что они нас все признали, что у нас главенство – это наши законы. В первую очередь законы нашей страны, нашего государства. При принятии решения необходимо ссылаться на две вещи, уверен Сократ Джинджоли. Это и жилищное законодательство, и справедливость. К сожалению, вот те примеры, которые здесь вот приводились, они свидетельствуют о том, что, так сказать, у нас имеются не просто грубые нарушения жилищного законодательства, позволю себе так сказать, поскольку вот примеры подтверждают это, но и такое вот какое-то, могу сказать, бездушное отношение. Здесь всякое можно думать, и о коррупции можно думать. Конечно, поражает и другое, что управы ни на кого найти нельзя. Сплошная просто безответственность. Выслушав выводы рабочей группы, члены Общественной палаты дали слово представителям заинтересованных сторон, а именно администрации Сухума, службе судебных приставов и прокуратуры. Глава столичного жилищного управления уверен, после войны было сделано много ошибок. Жилищный фонд страны никто не приводил в порядок. Никто не смог привести в порядок жилищную сферу. У нас такое понятие, как «я кнокал», «я смотрел», «я хотел», и этого вполне достаточно. Я могу конкретно сказать, чем я руководствуюсь. Руководствуюсь я решением суда, безусловно. Вы говорите, ознакомиться с жилищным кодексом. Да нету этого жилищного кодекса. У меня стоят на очереди, из них 352 человека, инвалиды войны, семьи погибших и так далее. 2500 человек. Спрашивается, зачем? Мы что, строим? Не строили и не будем строить. В итоге развернувшейся полемики диалог с представителями администрации не получился. Сергей Матасян, высказав свое мнение, покинул встречу. Уход главы жилуправления члены палаты восприняли по-разному. Разрядить ситуацию удалось главе столичного собрания. Константин Пилья пообещал на ближайшем заседании создать комиссию из числа городских депутатов и подключиться к изучению и решению данного вопроса. Обсуждение получилось очень эмоциональным, тем более, когда в зал заседания Общественной палаты пришли те, кто уже много лет оспаривает свое право на жилплощадь в нашей стране. Правду буду говорить, я никого не боюсь. Уже акискевнес, что самооперация уастан жиргиу судом, хацак дакл саре территории саре асходюхан, сюсуд гилгасовхна ахкара дежу. Вот хашчу абсуа. Несколько часов обсуждения Общественная палата завершила решением усилить рабочую группу для продолжения работы. Другого вердикта члены палаты принять и не смогли бы, ввиду отсутствия необходимого для голосования кворума. Нисфа Аршба, Астамур Гошба, Абхазское телевидение. Ремонт башни главных столичных часов будет завершен раньше срока. Кроме того, на набережной и в парке Славы продолжается высадка цветов, окрашиваются бордюры и парапеты, планируется ремонт колоннады. Сегодня глава администрации города Сухум Адгур Харазия проинспектировал ход работ по облагораживанию столицы, которые проводятся в рамках подготовки к празднованию десятилетия со дня международного признания Абхазии и 25-летия победы в Отечественной войне. Инспекцию глава столичной администрации начал с набережной Махаджиров, где уже несколько дней коммунальная служба ДРСУ ведет работы по окрашиванию бордюров, парапетов и ограждений, разделяющих набережную и берег моря. Кроме того, Адгур Харазия осмотрел фонтан у драмтеатра, ремонт водопровода которого был завершен недавно силами коммунальных служб города. Также администрация города планирует отреставрировать знаменитую колоннаду возле гостиницы «Рица». Уже намечен план работ, подготовлена сметная документация, а к самой реставрации службы приступят в недельный срок. Здесь же, на площади перед театром, зеленым хозяйством высажены однолетние цветы. Как подчеркнул Адгур Харазия, такие цветники будут разбиты по всей набережной. Начиная от памятника Махаджирам и до площади Багапш будут высажены цветы. Часть работ уже сделана. Более 12 тысяч цветов мы уже посадили. До конца следующей недели мы посадим до 20 тысяч цветов. И одновременно будем красить все бордюры в этой части города, приводить в порядок колоннаду. Также коммунальные службы проводят работу по окраске опор освещения на центральных улицах города и очистке их от расклеенных объявлений. В
Впредь за самовольную расклейку объявлений будет взиматься штраф. Вот буквально сегодня мы пресекли случай, где сразу наклеили объявление, поэтому мы строго предупредили, за несанкционированные наклейки в неположенном месте существуют штрафные санкции. Значит, будут составляться акты, направляться на административную комиссию для принятия дальнейших мер. Затем глава столичной администрации посетил парк Славы, где силами зеленого хозяйства уже высажено более 2600 петуний. Цветы поступают партиями, и специалисты тут же приступают к их высадке. Всего в парке Славы будет высажено более 8000 петуний. Адгур Харазия также наблюдал за ходом установки нового каркаса башни Сухумских часов. Старый деревянный каркас башни был заменен на новый металлический. Произведен также капитальный ремонт нижнего этажа, на который опирается башня. Старые деревянные перекрытия были заменены на железобетонные, чтобы они смогли выдержать вес всей конструкции часов. После установки каркаса предстоят работы по обшивке башни и установке часового механизма. Подрядчики обещают завершить строительные работы раньше срока и запустить часы к празднованию десятилетия международного признания. Сегодня вот приступили к работам. Не могу сказать, сколько они продлятся, потому что когда мы поставим башню, надо будет сварочные работы капитально там провести. Сложность состоит в том, что там прям миллиметр в миллиметр эту башню надо сверху вниз опустить и поставить в пазы на двутавровых швеллерах. Если мы сегодня все это успеем сделать, то вторым рейсом привезем металлический шпиль, это верхняя часть башни, и будем ее устанавливать, также обваривать. После чего уже приступим к отделочным работам. В преддверии празднования юбилейных дат коммунальные службы и структурные подразделения администрации города работают в усиленном режиме, ведь впереди еще много работы, чтобы подготовить столицу к празднованию важных юбилейных дат и встречи гостей. Саид Джарсаля, Ирена Джопуа, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. 19 июня министр образования и науки Республики Абхазия Адгур Какоба подписал приказ ввести в образовательных учреждениях страны школьную форму и единые требования к внешнему виду учащихся. Приказ министра вступает в силу с нового 2018-2019 учебного года. По словам Адгура Какоба, решение о введении единой формы для школьников Абхазии было принято с целью укрепления дисциплины, привития навыков культуры одежды, устранения различий в одежде детей. Министр образования и науки подчеркнул, что школьная форма ни в коем случае не будет дороже обычной одежды. Мы хотим, чтобы каждая школа имела свою форму. Это не означает, что будет единая форма для Абхазии. Каждая школа выбирает себе свою форму, свою эмблему. И обязательно мы указали в положении, это будет согласовано с родителями. И будет принято единое решение в коллективе, какую форму ввести. Есть малоимущие семьи, там дети, сироты или полусироты, обязать там их носить эту форму. Но мы просто, наверное, не имеем морального права. Я буду просить и районные отделы образования, и фонды, которые и до этого нам всегда помогали приобретать литературу учебную или форму, просить, чтобы для такой категории детей приобретали уже силами отдела образования. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем плюс 28-33 градуса. Температура морской воды плюс 24 градуса. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.